Генеральный партнер проекта – ювелирный бренд «Ринго». Здравствуйте, я Олег Есюнин, предприниматель и ментор. В 8-м сезоне 11 российских предприятий с усиленной командой менторов намерены выйти на новый уровень бизнеса. Задача для всех – найти новые точки роста для достижения поставленных целей. Что такое бизнес-ментор? В чем его уникальность? Какие цели он преследует? «Бизнес-ментор» – это программа, в которой российские предприниматели за 5 месяцев в режиме реального времени достигают невероятных результатов в развитии своего бизнеса. В 2017 году «Бизнес-ментор» получил признание на международном уровне как инновационная модель бизнес-акселератора. За 7 сезонов в нем приняло участие более 250 предпринимателей. Герои программы – лидеры и инноваторы, стремящиеся к новым горизонтам. Каждый сезон бизнес-ментора приносит что-то новое. Новые цели, новые горизонты, новые события. Этот сезон посвящен инновациям. Инновациям в управлении, развитии и технологии. Давайте познакомимся с нашими главными героями, узнаем их цели и задачи. Наталья Меркушева и Андрей Лешков – профессионалы в сфере недвижимости. В 2006 году они создали свое первое семейное предприятие – агентство недвижимости «Ларец», построили успешную команду и заслужили высокий уровень доверия среди жителей Перми как надежные партнеры. В 2012-м открыли новое направление своей деятельности в сфере малоэтажного строительства и вышли на новый уровень развития бизнеса. В настоящее время активно развивают свои компании и готовят к старту новые проекты. Мы хотим создать новые проекты в сфере недвижимости и строительства для жителей Пермского края и других регионов. Наша цель на 2019 год – открыть старт продаж многоквартирного жилого дома в Кировском районе города Перми по адресу Липатова, 22 и успешно завершить текущий строительный проект. Наталья Зениман, Ефим и Антон Сизовы не только родственники, но и владельцы известной в Перми рекламно-производственной компании «Северная корона». Более 20 лет назад предприятие основал их отец Виктор Сизов. Наталья работает в «Северной короне» с момента открытия компании и является одним из самых продвинутых специалистов в сфере наружной рекламы и арт-объектов. Благодаря Наталье, Ефиму и Антону улицы нашей Перми становятся красивыми, современными и удобными. Цель нашего участия – увеличение оборота компании в 2,5 раза путем выхода на межрегиональный уровень. Ксения Новикова и Дмитрий Карпинский – отец и дочь, а также совладельцы сети клиник «Гутен Так». В 1998 году семья известных стоматологов Юлия и Дмитрий Карпинские открыли первую свою клинику в стандартах европейского качества. После окончания медицинской академии дочь Ксения пришла в семейный бизнес. В настоящее время Юлия руководит лечебным процессом в сети клиник «Гутен Так», Ксения осуществляет оперативное руководство предприятием, а Дмитрий Карпинский создает новое направление бизнеса и активно занимается общественной деятельностью. Цель нашего участия в проекте «Бизнес-ментор» – это возможность трансляции истории успеха нашей стоматологической клиники на федеральный уровень, а также подготовка исполнительной документации к запуску нового проекта. И, конечно, это отличный повод найти новых клиентов, партнеров и инвесторов. Юлия Солнцева – российский фэшн-дизайнер, создатель известного пермского бренда «Рассена». Она, пожалуй, одна из немногих на сегодняшний день дизайнеров одежды, которые ежегодно презентуют свои коллекции на подиумах Европы наряду со знаменитыми домами моды. Одежду Юлии Солнцевой с удовольствием носят многие известные люди, в том числе звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Стиль Юлии Солнцевой невозможно спутать с другими дизайнерами благодаря смелым, креативным решениям. Цели участия в проекте «Бизнес-ментор» я поставила следующее. Увеличить количество точек присутствия и продаж на локальном, федеральном, международном уровне до 5 точек.
увеличить количество партнеров и инвесторов до 3 компаний, увеличить средний чек на 70%, а также усилить узнаваемость бренда Рассена и моего личного бренда Юлии Сунцевой на федеральном и международном уровне. Николай Панкратов и Антон Басенко – соучредители детского сада «Дай-5». Предприниматели и одновременно молодые отцы создали свой первый детский сад, исходя из потребностей своих подрастающих детей. Разрабатывая концепцию дошкольного учреждения, Николай и Антон исследовали множество современных образовательных методик. В результате наши герои выбрали методику, высоко оцененную ЮНЕСКО, журналом Science, учеными Гарвардского университета. Вместе с родителями, доверившими своих малышей детскому саду, Николай и Антон быстро убедились в ее высокой эффективности. На самом деле для нас очень важно, чтобы как можно большее число российских детей получило доступ к качественной и современной образовательной среде. И поэтому основной задачей участия в проекте «Бизнес-ментор» мы для себя ставим подготовку к открытию еще одного детского сада «Дай-5». Ирина Романова – владелица студии персонального тренинга Green Club, которую она основала более 7 лет назад. В основе концепции студии лежит идея комплексного подхода в поддержании здоровья и красоты посредством персональных тренировок на инновационном тренажере Power Plate, йоги в гамаках, специальных дыхательных практик, а также правильного питания. В настоящее время студия Ирины востребована многими жителями Перми благодаря особому комфорту и сервису. Я хочу вывести свой бизнес на принципиально новый уровень и познакомить жителей города с инновационными технологиями в области здоровья и омоложения и увеличить количество клиентов. Елена Кукова – владелица предприятия «Пермхимпродукт», которое специализируется на производстве моющих средств как промышленного, так и бытового назначения. Путь Елены Куковой как предпринимателя начался 20 лет назад с создания предприятия в сфере торговли, химической продукцией и расходными материалами. Достигнув серьезных масштабов в географии продаж, Елена решила создать собственное производство со своей инновационной лабораторией, которая оказалась успешным на уровне всей России. Цель участия компании «Пермхимпродукт» в проекте – это построить новый завод в течение 3 лет, расширить клиентскую базу на федеральном уровне и внедрить новые инновационные продукты в России. Роберт Шавалеев – профессионал в сфере продвижения бизнеса и увеличения продаж, директор издательства делового журнала для руководителей нового поколения National Business. Помимо основных направлений деятельности, занимается организацией бизнес-мероприятий, конференций, деловых игр, бизнес-регат и тренингов для руководителей. Член клуба «Деловар», партнер и соорганизатор многих знаковых культурных и бизнес-мероприятий в Перми и Пермском крае. Моя цель участия в проекте – увеличить долю партнеров делового журнала National Business еще на 50%, а также расширить географию присутствия журнала еще на 6 регионов. Анастасия Безматерных и Фархат Хатмулин – соучредители студии дизайна интерьера. Партнеры основали компанию в 2014 году. За 5 лет успешного развития создали роскошное портфолио реализованных проектов среди частных и общественных интерьеров. Анастасия разрабатывает общее концептуальное решение дизайна интерьеров, Фархат прорабатывает детали, а сотрудники компании визуализируют идеи в 3D. Главным правилом в работе для Фархата и Анастасии является высокий уровень качества, ответственность и всегда персональный подход. Мы любим и создаем стильные, продуманные интерьеры. И мы очень хотим, чтобы таких интерьеров стало еще больше. Цель нашего участия в проекте – увеличить как минимум 2 раза число наших клиентов и, соответственно, увеличить число счастливых людей. Андрей Кузнецов – руководитель компании «Санвет Препарат Плюс». Это семейное предприятие было создано в 2002 году, и в его основу легли авторские разработки в области дезинфекции, санации и дезодорации, а также лечения респираторных заболеваний животных. За 5 лет развития предприятия Андрей Кузнецов существенно увеличил линейку своей продукции, а также расширил географию сбыта на уровне всей России, Белоруссии и Казахстана. Применимо к данному проекту, наша компания ставит перед собой 3 основные цели. Это увеличение товарооборота минимум на 30%, вывод на российский рынок нового уникального препарата для обработки теплиц и выход на новые для нас рынки.
это Армения, Киргизия и укрепление на существующих рынках Белоруссия, Казахстан, Россия. Варвара Чечерина, руководитель инновационного развития клинического санатория «Родник». Санаторий занимает лидирующие позиции по количеству внедренных в практику научно-технических разработок. Также он отмечен наградой «Клиника года» в области ортопедии и неврологии. Варвара с 2015 года инновационно-технологический предприниматель, является соавтором патентов на способы лечения и полезные модели. Является участницей рабочей группы НТИ по развитию биотехнологий в Пермском крае. Клинический санаторий профилакторий «Родник» в этом проекте ставит перед собой 3 цели. Во-первых, вывести свои разработки и методики на федеральный уровень. Во-вторых, сделать это таким образом, чтобы они стали доступными для населения Российской Федерации. И в-третьих, объединить между собой медицинскую элиту Пермского края. Резиденцией 8-го сезона стал кванториум «Фотоника. Город Пермь». Здесь создаются новые технологии, и все пространство вокруг дышит энергией будущего. Именно здесь, в кванториум «Фотоника», состоялась встреча всех участников проекта «Бизнес-ментор». Кванториум «Фотоника» – это инновационный технопарк для подрастающего поколения, высокотехнологичные площадки которого призваны содействовать развитию молодежи в научно-технической сфере. Именно здесь, в этой уникальной среде, стартовал 8-й сезон «Бизнес-ментора». Команда участников этого сезона невероятно сильная. Это лидеры, инноваторы, многие из них – сами менторы. Но совершенству нет предела, и поэтому все наши герои стремятся к новым горизонтам и целям. Они еще не знают, какая интересная и увлекательная история им предстоит впереди. Но опыт предыдущих сезонов показал, что каждого из участников обязательно ждет успех. На вводной встрече все герои «Бизнес-ментора» проявили себя как опытные коммуникаторы. С первых минут знакомства они смогли найти точки соприкосновения с бизнесами коллег по проекту. Огромную помощь участникам оказывают и партнеры проекта, так называемые суперменторы. Это Елена Гилязова, Павел Носков, Вероника Вайсман, Екатерина Макаренко, Ольга Якимова, Николай Шаврин, Олег Есюнин, Георгий Полетаев, Максим Колесников, Оксана Бреднева, Иван Огородов, Алексей Чернов и Олег Жданов. Именно эти люди решились помочь нашим предпринимателям достичь их амбициозные цели в развитии бизнеса. Узнать что-то новое, с кем-то пообщаться, вырваться из этого круга и проработать какие-то определенные стратегии. Все, кто пойдут этот курс, пойдут эти семинары, я уверен, что они помогут решить текущие вопросы, может быть, расширить какие-то горизонты планирования. В ежедневном режиме помогаем реализовать проект или способствуя получению каких-то мер поддержки. Делать новый старт, двинуться вперед, найти что-то для себя такое, что сделает жизнь и бизнес совсем другим. Мне такая история очень нравится, и мне очень нравится общаться с людьми, которым это тоже нравится. Поэтому я здесь. По условиям проекта все участники не только добиваются своих целей, но и соревнуются между собой за призовое место. Лидер выявляется по множеству критериев. Победители определяют партнеры-менторы и главные герои. Выиграет тот, кто быстрее достигнет поставленной перед собой цели. Вторая номинация – победитель интернет-голосования. Отдать голос за своего героя можно на портале business-mentor.rf. Приз абсолютного победителя проекта предоставляет ювелирный бренд «Ринго». 5 месяцев – очень короткий срок для воплощения глобальных целей. Именно поэтому программа «Бизнес-ментора» очень интенсивна и напряженна. Первый же день начался с вводной стратегической сессии с Андреем Багокиным. Андрей Багокин – ас в построении стратегии бизнеса.
И если кто-то еще не знает его, знакомим. Московский консультант по стратегическому планированию, кандидат экономических наук, член экспертного совета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы. Это понимание того, что является контекстом прорыва вашего в будущем, через год, через полтора, через два. А это вопрос новых возможностей, которые вообще не проглядываются никак здесь и сейчас. И угадывание этих возможностей через стратегическое мышление – это и есть та задача, которую мы будем выполнять на протяжении ближайших 10 встреч. На старте проекта Андрей Багокин провел для участников вводный модуль, посвященный активному сценарированию. Именно по этой авторской технологии и будут наши герои добиваться своих поставленных амбициозных целей. Что же такое активный сценарий? Чем он отличается от остальных стратегических технологий? Чем отличаются планы от сценария? Участники проекта активно обсуждали пока новую для них технологию прорыва бизнеса, и Андрей Багокин последовательно и доступно объяснял суть создания своего сценария успеха. Сегодня мы прояснили разницу между оперативным и стратегическим управлением. Причем сделано было это нетрадиционным, таким нестандартным образом с точки зрения выполнимости и невыполнимости здесь и сейчас. И тем самым была обозначена главная идея стратегического управления, тема внутреннего ресурса, который единственно является стратегическим ресурсом, который можно брать из настоящего в будущее. Все остальное прикладывается. И эта идея, она была отправной и ключевой. И, кроме того, мы показали и разъяснили, и осознали, что же такое активный сценарий, как взаимосвязанная, очень логичная, очень алгоритмически обусловленная система и методология формирования и реализации стратегии. Весна в Ринга. Именно теме весеннего обновления был посвящен мартовский светский раут в салоне ювелирного бренда «Ринга». Это была встреча почитателей драгоценных шедевров от «Ринга», обрамленная в музыкальный творческий вечер Олега Есюнина и мастер-класс дизайнера Ольги Метляковой. Центральным событием мероприятия стала презентация ювелирной дизайнерской коллекции «Bridges» – «Мосты», главный слоган которой «Весь огромный мир – очень узкий мост». Коллекция «Bridges» рассказывает о тех мостах, которые соединяют нас. Сапфировые капли воды, глубокие как океан, изумруды, огранки кабошон, огненные рубелиты, холодные бриллианты, оправленные в белое и желтое золото, создавая сотканную из блеска дорогу на другой берег жизни. В честь прихода весны ювелирный бренд «Ринга» подготовил всем своим гостям множество приятных сюрпризов и подарков, и новые коллекции драгоценностей. Украшения «Ринга» как нельзя кстати подчеркивают индивидуальность души любого человека. Я себе здесь выбрала уже несколько украшений и сегодня в очередной раз отправила свое «хочу» мужу. Все украшения компании «Ринга» являются произведением искусства. И мне вдвойне приятно, что собственники и создатели этих украшений являются моими близкими друзьями. Мы уверены, каждый из участников достоин победы. Но правила соревнования предполагают, что именно та компания, которая сможет максимально эффективно воспользоваться ресурсами программы, станет победителем. Голосуйте за своего героя на портале business-mentor.rf. Мне очень импонируют люди, которые не боятся ставить перед собой грандиозные цели, которые готовы объединяться и стремиться к лучшему. С вами был Олег Есюнин. Следите за развитием событий «Бизнес-ментор». Это не выдуманная история успеха, а реальная жизнь.